поселку Титары. Друзья, я вас приветствую на реке, могучей реке Лена. Мы только что проехали поселок Титары. Сегодня у нас уже 0 часов с 5 на 6, и мы едем в очень интересное место, где я еще никогда не был. Тем более на машине, я вообще никогда туда не добирался. Это же за Ленские столбы, за синюю реку. Расскажи, Коля, вот Николай, знакомьтесь. Да. Очень приятно, да. Ну, будем сейчас еще нам путь держать около 200 километров. Мы поедем и, соответственно, проедем Ленские столбы, поселок Батамай, потом будем форсировать речку Синюю, саму на машине, благо вода спала. Ну и там оттуда уже километров 30-40 до самой деревни. Ну, мы едем на мероприятие, соответственно, посвящено 150-летию почтовой станции Ат-Дабан. Это ежегодный праздник, фестиваль. Мы пригласили Эркина, соответственно, чтобы он осветил это мероприятие. Она уникальна тем, что там в национальной республике Саха, соответственно, живут испокон веков, с царских времен живут русские почтальоны, соответственно, ямщики. И они сохранили свои такие же традиции. Село называется Идей? Юдей. Юдей, если правильно. И там, получается, русские, но чисто разговаривают на якутском. Ну, это вот я такого, по-моему, еще в Якутии не встречал, мне кажется, вот так. Мне прям не терпится погрузиться, прям многих людей таких увидеть. Ну там, да, представители в основном разговаривают они на якутском языке, да, действительно. Ну вот по-русски как бы они немного, да, с акцентом разговаривают, но они, несмотря на это, сохранили свои традиции, знания, и они вот передают молодому поколению, что и как бы будем... Вот это очень важно, да. Как станем свидетелями этого. До сюда где-то 200 километров мы доехали от Якутска, примерно 200 с чем-то, да? Да, где-то так. 3 часа мы в 9 часов выехали, сейчас 0 часов, и километров 100 мы будем ехать просто по берегу реки. Чуть больше 100 тоже, около столько же будем ехать, соответственно, вдоль реки. Так как вода упала, появилась дорога вдоль реки. Вообще дороги сюда нету летом, если вода стоит, да? Если вода стоит, да, мы только на моторках двигаемся, соответственно. Отсюда на моторке уже в деревне все ездит. Да, с города Якутска мы едем на машине до сюда, вот до этого поселка, до Титаров, а потом уже едем, нас встречают уже на моторках, соответственно, и вот пересаживаемся на моторке и едем туда дальше. Конечно же, по дороге мы соблюдаем все якутские традиции. Я всегда стараюсь напечь оладушков. И здесь тоже вот положили мы при выезде из Якутска. Сейчас здесь вот тоже покормим духов, немножко бырпаха, чтобы нам сопутствовала удача. И духи местности нас приняли. Ну накатанная, да, уже здесь есть? Да, такая вот нормальная, да? Коля рассказывает, что еще 10 лет назад здесь вообще не проехать было. УАЗики только, да? УАЗики подготовленных, лифтованных. Сейчас уже все. Накатали, насыпали там где-то, да? Ну, где-то срезали, где-то все, где-то вода сама уже потихоньку обрыв убирает. И теперь вот. Хотя бы в машинах можно поехать. Мучения одни. Мы подъезжаем к Синску, время уже почти 3 часа. Сейчас будем форсировать речку Синюю. Сейчас. Ну вот она уже практически вот приток. Она вот впадает в реку Лену. Это вот получается протоки высохли. Острова повылазили. И сколько нам еще от Синей ехать? Часик? Еще, ну, соответственно, там всего лишь от Синска до Идяя всего лишь 30 километров. Но за счет того, что бездорожье, то, соответственно, приходится вот так перебежками по чуть-чуть. Да, в принципе, где-то час уходит на это дело. Мы часов 5 ляжем, в 9 встанем, наверное, сегодня, да, на праздник. Ну да, потом еще подготовиться надо все это дело. Вот я впервые вижу поселок Синск. Сколько я про него слышал. Про реку Синяя, какая она красивая, Синские столбы. И вот поселок тоже находится здесь, в устье реки Синей. Вот она, похоже, течет, и мы сейчас будем ее там форсировать.
Что-то боязно мне как-то. Что это вот тут? Не знаю. Ну смотри, какое там течение такое прям активное. Не снесет нас? Куда он? М? Давай я в тапках перейду. Если... Ano ni pera? Ano kebo karam to para gide. Abrewa, ebu to. Disuruh. Mana bedraт ni mana? Погнали? Ну, я вот не уверен. Первый раз муравчик такое испытание прошел. Что там вода? Ну, мне реально было страшно. А? Воды сколько? Не знаю, надо будет посмотреть, там я и так не выглядывал. Не выглянул, не посмотрел? Нет, ну на камере посмотрим. Коля, что ты со мной делаешь? Ты дорога такая и, блин. Ну все, вот она река. А да я умоюсь, кстати. Все-таки синюю встретили. Впервые я встретил реку Синяя. Все-таки проедем мы через поселок немножко, вдоль поселка. Синск. Стелла. Подвеска у меня, конечно, да, надо много чего сделать там. На нас да, дорога, конечно, неприятная. Что тут как? Нормально? У меня еще кардан снят, там крестовина у меня сломались. Ну, короче, надо заменять. На переднем приводе еще все это приезжаем. Это был самый стрёмный участок. Просто мы все бочины всю исцарапали этими ветками. Оттерлась. Оттирается. Рано я обрадовался, блин. Как тут ехать? Опять в кусты. Время 4:30, почти приехали. Вот поселок. Вот его сейчас вот где-то видно. Вот там 7 километров осталось до поселка. И вот здесь местность, вот это Аддабан, которую мы завтра обратно возвращаемся, чтобы праздновать. Праздник начинается в 11. Не знаю, сколько нам сегодня поспать придется, в каком мы завтра будем состоянии съемки вести, но что делать, куда деваться.
Не терпится мне посмотреть. Решил подняться. Путь у нас занял, получается, 8 часов. Камень. Коробка. И масло делает. А, масло, да, из молока. Это где? Вот, желтое. Желтое. Ага. Вот библиотека. Библиотека. Библиотека, музей. Вот сюда приедешь. Почта. М. Почта. Она кингети. Половина почта, половина больницы. Вот видишь, с города переехал он вчера. Вот на нем. На нем, да, приехал? А. Вот этот? Вот, следующий. Следующий. Фух, добрались. Вот Владимир, наш попутчик, нашел по дороге манок. Улица имени Василия Филиппова. И семья, куда мы едем, тоже Филипповы. Родня Николая. Владимир Владимирович и Елена Степановна. Правильно? Правильно. Вам привет большой. Мы едем. Вернее, мы уже приехали, да? Сюда? Ну, наверное, снимать не будем, да? Спят. Сейчас все спят. Фух, добрались. На этом мы сегодняшний выпуск закончим. Наш путь. Устали мы, конечно. До скорых встреч. Я Через настрессовался. Что несколько такой свеженький часов. такой? Я такой усталый. В общем, давайте до следующего выпуска уже о празднике и вообще о поселке, как здесь живут люди. Самое очень интересное, и думаю, вам тоже будет. Давайте, всем пока.